Airbus A320 после долгого перерыва вновь приземлился в Ингушетии. Возобновили вечерний рейс Москва-Магаз-Москва после ходатайства главы региона Махмуда Али Калиматова. Напомню, его отменили еще в начале пандемии. Такие меры были приняты с целью недопущения распространения коронавируса. Первые пассажиры из Шереметьево приземлились накануне. Среди встречавших в аэропорту Магаз была и моя коллега Хава Гагиева. На часах без 26 самолет приземляется точно по графику. Это первый рейс после длительного перерыва. Airbus A320 возвращается из Шереметьево в аэропорт Магаз. Людмила Гайтукиева вернулась на родину после отдыха у сына в Москве. Для женщины новый рейс удобен не только альтернативой в выборе аэропорта, но и качеством обслуживания. Очень хороший рейс, мне очень понравился. И питание там дают, и водичку, все было. Мне понравилось. И вовремя прилет, вовремя, без опоздания. Посадка очень даже получилась легкая. И подъем, и быстро прилетели. Без опоздания, без ничего. Чтобы успеть без опозданий и быть в Ингушетии в указанное время, самолеты компании вылетают из московского аэропорта Шереметьево в 14:50. В обратном направлении из аэропорта Магаз в 18:40. Ежедневный авиамаршрут запустили в 2018 году. Однако в период карантина его прекратили по особым причинам. Возобновили вечерние рейсы после ходатайства главы региона. Благодаря мощной поддержке главы Республики Ингушетия данный рейс был возобновлен. Поддержка оказывалась в виде писем, направленных в компанию «Аэрофлот», за что мы выражаем ему огромную благодарность. На первом вечернем прилетела и съемочная команда канала «Звезда». Столичным коллегам в течение 3 дней предстоит съемки тревел-шоу «Круиз-контроль». Несмотря на усталость, гости с радостью делятся своими впечатлениями и планами. Долетели прекрасно, мягко взлетали, мягко приземлились. А цель у нас, мы, собственно, ваши коллеги, телеканал «Звезда», приехали знакомиться с культурой, традициями, с архитектурой. Слышали, что очень интересный современный город Магаз. Я здесь, кстати, впервые. Да, уже предвкушаю, что будет. Надеюсь, все понравится. С открытием границ пассажиропоток увеличился в 2 раза. Тем более, что вечерние рейсы запущены не во всех регионах СКФО. Такая новость, как нельзя кстати, и для Екатерины Богатовой. Приехала в Терскол, так как оттуда нет нормальных рейсов, вернулась назад, приехала через Республику Ингушетия, рейс Аэрофлот как раз. Он очень удобен, потому что вечерний рейс, и мне нужно будет в понедельник попасть в Санкт-Петербург, как раз я через Москву лечу и утром уже буду на работу, поеду. Помимо Аэрофлота, аэропорт Магаз сотрудничает с 2 аэрокомпаниями. Это значит, для пассажиров есть возможность выбрать, куда и на чем полететь. Быстро, удобно и, самое главное, безопасно. Возобновление вечерних рейсов – приятная новость не только для сотрудников аэропорта, но и для пассажиров. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.